Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело об убийстве 17-летнего Евгения Сурикова. Напомним, подростка нашли мертвым в лесу в Нижнекамске в ноябре минувшего года. По версии следствия, несколько молодых людей сначала избивали парня в квартире, затем увезли в лес и там добили. На скамье подсудимых трое подозреваемых: Ринат Рябов, Ильдар Тимиргалеев и Ильнур Низамов. Никто из них своей вины не признает. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Его избивали в квартире, потом в лес вывезли, там добивали. 2,5 дня лицом земля лежал наш ребенок. Мать убитого Евгения Сурикова со слезами на глазах вспоминает тот страшный день, когда увидела бездыханное тело своего сына. Как установила экспертиза, Евгения Сурикова убили. Все произошло в Нижнекамске в ночь с 25 на 26 ноября минувшего года. Он ушел к друзьям на день рождения, а утром они рассказали, что молодой человек исчез, оставив в квартиру куртку и мобильный телефон. Его искали 2 дня. Тело нашли в лесу в десятках километров от места, где был. По версии следствия, парни сначала избивали в квартире, затем вывезли в лес, где и добили. На скамье подсудимых Ринат Рябов, Ильдар Тимиргалеев и Ильнур Низамов. Вину в похищении и убийстве человека никто не признает. С восторгом, говорит, рассказывает. Да он наркоман, таким не надо жить. Я его убивала, я его так убивала. Он с гордостью. Мама убитого 17-летнего подростка в виновности подсудимых не сомневается. Говорит, сын был спортсменом и неплохо учился. Уверена, наркотики он не употреблял. Это подтвердила и экспертиза. Они не признают одного же. Все, как бы, осудили же. Данный день деяния он был несовершеннолетний, и у него справки, то, что он невменяемый. Еще один фигурант этого дела в момент совершения преступления был несовершеннолетним. Чуть ранее был признан невменяемым. Айрат Назипов, написал меня, звал Александр Лобанов, вызов 112.